Соревнования сильнейших борцов мира увидят якутяне. 16 и 17 марта в Якутске пройдет Кубок мира по вольной борьбе. Сегодня годовщина со дня ухода из жизни Тараса Гавриловича Десяткина. Каким его помнят коллеги и друзья, в материале наших корреспондентов. Творческие коллективы нашей республики с большим успехом выступили в рамках культурной программы «Игр Дети Азии» в Южно-Сахалинске. Узнаем, чем якутяне удивляли зрителей. В эфире новости, в студии Иван Лазаренко. Газоснабжение после вчерашней аварии на 10-м километре Покровского тракта в районе Ботанического сада СВФУ было оперативно восстановлено к вечеру. Газ был подан практически во все дома, которые были отключены во время ремонта газопровода. Напомню, что авария произошла вчера в результате земляных работ, которые вели представители якутской энергоремонтной компании без согласования с Сахатранснефтегазом. Был поврежден газопровод среднего давления. Реализацию указа Владимира Путина о проведении десятилетия детства обсудили сегодня в Госсобрании Илтумен. По словам министра по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Степана Саргадаева, проведены ряд работ: анализ демографической ситуации, занятия школы молодой семьи, улучшение мер социальной поддержки семей с детьми, обеспечение молодых семей жильем и другие. Народные депутаты и ответственные министерства внесут изменения и корректировки в план проекта и наметят основные задачи на этот год. План десятилетия детства в Российской Федерации утвержден в июле 2018 года и рассчитан на 10 лет. У нас в республике он утвержден раньше на месяц и под таким лозунгом, как «Якутия доброжелательная к детям». Это такой межведомственный план, в который входят мероприятия буквально всех министерств и ведомств, которые так или иначе связаны с детством. В план входит как организация летнего труда и отдыха ребятишек, так и организация системы здравоохранения для детей, такая более прозрачная система, система поддержки молодых талантов. Впервые в Якутске 16-17 марта состоится престижнейший международный турнир «Кубок мира по вольной борьбе». Эти соревнования в последний раз на территории России проводились 8 лет назад. В Москве состоялось подписание соглашения на проведение Кубка. Также на заседании обсудили ход подготовки к турниру. В ходе рабочего совещания стороны отметили, что подготовка к соревнованиям идет полным ходом. Ведутся ремонтные работы на спортивных объектах в местах размещения борцов и представителей делегаций. Глава Якутии отметил, что нужно тщательнее продумать культурную часть, чтобы представить иностранным гостям нашу республику с самой интересной стороны. Также он отметил, что якутяне уже с нетерпением ждут начала турнира, и на трибунах ожидается аншлаг. Достаточно большая часть билета будет бесплатно предоставляться детям из социально незащищенных слоев населения, детям, которые у нас тренируются в спортивных школах, ну и, конечно, нашим ветеранам спорта, благодаря труду которых на самом деле мы имеем сегодня возможность проводить Кубок мира в городе Якутске как одной из столиц российской вольной борьбы. На сегодняшний день свое участие подтвердили 8 команд. Среди них сильнейшие сборные планеты – Россия, Турция, Иран, Монголия. Американцы собираются привести по-настоящему звездный состав с победителями последних Олимпийских игр и чемпионатов мира. Так что борьба обещает быть захватывающей. Михаил Мамиашвили отметил, что формирование сборной нашей страны идет полным ходом. Я убежден в том, что представители Саха-Якутии, достойные представители, они будут в составе национальной сборной, они придадут дополнительные интересы, дополнительные ажиотажи, дополнительные эмоции для наших болельщиков, которые, убежден, переполнят зал в Республики Саха-Якутия. Все участники встречи отметили, что у Якутии большой опыт в проведении соревнований международного уровня. И можно быть уверенными, что турнир пройдет на самом высоком уровне. А глава Якутии Айсен Николаев уверенно заявил, что Якутский Кубок мира станет лучшим в современной истории. Александр Зубехин, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Якутск, Москва.
Сегодня годовщина со дня ухода из жизни видного государственного и общественного деятеля Тараса Гавриловича Десяткина. Тарас Гаврилович долгое время руководил концерном «Якутзолото», и за годы его руководства были достигнуты высокие показатели объемов добычи золота, введены в действие крупные воспроизведенные мощности, такие как депутатский оловорудный комбинат и Сарылахский горнообогатительный комплекс, каким его помнят коллеги и друзья в материале Дмитрия Тымырова. Год назад ушел из жизни выдающаяся личность, человек, который при жизни стал легендой, Тарас Десяткин. Он не дожил до своего 90-летия. 26 апреля 2018 года ему исполнилось бы 90 лет. Благодаря его патриотизму, умению работать в коллективе и умению видеть будущее, развивалось и окрепло якутское промышленное и ювелирное производство. Я работал на руднике «Лебединый» с 80-го года после окончания Якутского университета. Начинал работать на шахте горным мастером. И где-то в 1987 году он приехал на рудник «Лебединый». Я уже главным инженером работал рудника и предложил мне остаться начальником рудника. У него было очень, будем говорить, сильное чувство юмора. Постоянно он с юмором, шутками, с прибаутками. Тарас Десяткин действительно поддерживал местных кадров. Благодаря его поддержке и вере многие якутяне заняли руководящие посты в промышленной отрасли. Каждый из них проходил все ступеньки карьерного роста. Я хочу сказать, что он был очень талантливый руководитель. Он сумел собрать и сплотить вокруг себя такой коллектив, который состоял из состоявшихся руководителей, сильных специалистов и рабочих, любящих свое дело. Сегодня имя Тараса Десяткина присвоено алмазу, добытому в 2013 году из трубки «Удачный». Также в прошлом году его имя присвоили Якутскому промышленному техникуму. Ну а в будущем в Якутске появится и памятник. Мы в ожидании сегодня, во-первых, конкретного правительственного документа об увековечении Тараса Гавриловича. Это первое. И второе, что созданная комиссия в правительстве, которую возглавляет Балабкина Ольга Валерьевна, должны это дело рассмотреть. Друзья, коллеги, родные надеются, что имя выдающегося человека республики будет увековечено, а имя Тараса Десяткина будут помнить не только его родные и близкие, но и все жители Якутии. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Районный центр Аймиконского района Устнера – многонациональный поселок. Большинство жителей разговаривают на русском языке. Ко дню родного языка и письменности желающие написали диктант на якутском языке. Тему продолжат наши коллеги. Этот знаменательный день связан с именем выдающегося сына народа Саха Семена Новгородова, первого ученого-лингвиста, основоположника национальной письменности. Якутский язык является одним из древнейших языков в мире. Сегодня на мероприятии собрались в основном молодые специалисты из разных организаций. Текст диктанта – отрывок из охотничьего рассказа «Маңнайгы салыным», первый выстрел, автором которого является народный писатель Николай Якутский. Этот диктант призван привить любовь к родному языку, к родным истокам, к родному краю. При современных технологиях многие отвыкли писать тексты от руки. Было заметно, как у некоторых быстро устала рука. Число желающих проверить свои знания с каждым годом увеличивается. На этот раз в этом году в образовательном мероприятии пришли около 20 человек. Задание сложное. Текст диктанта состоял из 245 слов. Особенно сложным написание оказалось для русскоязычных участников и для тех, кто учился в школах для малочисленных народов. Якутский язык я в школе не изучал, у меня был основной язык. Русский, венский язык, родной язык. Якутский язык начал изучать. Говорить-то говорили, словарный запас имелся. Читали, писали, но в основном начал изучать в студенческие годы. Сейчас более-менее написал вроде. В знаках препинания, наверное, ошибаюсь. Акция «Якутский диктант» популяризует родной якутский язык, развивает у населения навыки правильного и грамотного письма. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймиконский район. В рамках первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске проходит культурная программа творческих коллективов Якутии. Подробнее в сюжете Нюргуяны Егоровой.
Репертуар коллектива «Гулон» известен далеко за пределами Якутии. На единственном концерте артисты театра малочисленных народов Севера представили этническую программу, где национальный колорит, природная пластика, красота передалось посредством языка танца. Готовились мы уже давно, уже с Якутска, начали готовиться. Будет концерт на 1,5 часа где-то так. В дальнейшем еще... Предстоит еще и закрытие. А коллектив барабанщиков «Тятим» под руководством народных артистов Клавдии и Германа Хатылаевых озвучил якутскую этномузыку с помощью духовых и ударных инструментов. Основные инструменты привезли, якутские традиционные. Крымпа, тангсыр, и шумовые сексир, джага, еще и духовые еще, аян и ойду. Задолго до концерта коллективов в зрительном зале мест не было. Единственное представление танцоров и музыкантов Якутии вызвал большой интерес у сахалинцев. Достаточно необычное впечатление. Первый раз нахожусь на таком концерте, но очень приятно наблюдать за культурой другой страны, за их характеристики их танца, движения. Очень приятно. Хорошие, положительные эмоции. Прекрасный концерт, спасибо. Танцы красивые, все показывают хорошо. К сожалению, не часто увидишь такие концерты на Сахалине. Это один из них, очень самобытно, очень ярко и здорово. Спасибо большое, что приехали. Еще одно культурное событие напрямую связано с Сахалинской областью. Сахатеатр впервые показал спектакль «Желанный голубой берег мой» на исторической земле, где реальные события происходили на просторах Охотского моря. Побывал этот спектакль и в Латинской Америке, и в Америке, и в Европе, в Азии. А вот на берег Охотского моря, где живут нивки, история, о чем он рассказывает, спектакль, как раз-то впервые приехали, через 37 лет. Символично и то, что прототип главного героя Кирийский, известный писатель и публицист России, сын нивского народа Владимир Санги, специально приехал посмотреть спектакль. Именно с его слов была написана повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» Чингизом Айтматовым. Впоследствии чего в студенческие годы Андрей Борисов поставил спектакль. И эта постановка была удостоена Государственной премии СССР. Пегий пес обошел множество стран, перевалил за большие хребты, преодолел морские, океанские просторы и, уставший от славы, приехал в свое логово передохнуть. Сегодня труппа театра выйдет на Охотское море и совершит обряд благословения. Нюргаяна Егорова, Владимир Павлов, Александр Ярков. Дети Азии, Сахалин. К этому часу пока все новости. Хорошего дня.